Әмендіт манақсы? Таудық шкичален екіл жанайдың әндір. Таудық шкичален екіл жанайдың, юғар, юнас екілхім кехлі, шин үгімет кесін новые слова. Ну, давайте небольшую лексику, новые слова кое-какие. Сегодня. Как могу? Сегодня. Эндер состоит из двух слов. Эне, эдер. Эндер. Сегодня. Мы говорим эндер. Так, вчера. А? Опять маңдур кто-то говорит. Все время кто-то маңдур хочет сказать. Өцкүлдүр. 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 Вчера. Позавчера. Говорите вы позавчера? Кто-то говорит после вчера, да? Ну, не после. Позавчера. Как правильно сказать по-калмыцки? Позавчера. Урджедыр. Урджедыр. Вон кто-то угадал, я вижу, да? Урджедыр. Так. Завтра. Маңдур. Маңдур. Послезавтра. Нөкәдір. Нөкәдүр, нөкәдір пишется. Так. Как еще? Какие еще временные рамки? Ну-ка, подскажите мне. Вот в эту лексику, чтобы. На той неделе, да? Ага. На прошедшей неделе, да? В смысле? Даусын долан хоныкты. Долан хонык – это 7 дней, неделя. Даусын долан хонык – это прошедшая неделя. Ирсын долан хонык – это на следующей неделе, да. Ирхе долан хоныкты или же ирсын долан хоныкты – это на будущей неделе. Так. Несколько дней назад встречались там или видел его. 2-3 дня назад. Хойр гурун өдір хоран. Хойр гурун өдір хоран. Хоран дейсін прошедшее время дейсін. Так. Через 3-4 дня или через 2-3 дня. Через будущем время. Гурун дөрун өдір болат. Болат. Но это, если просто говорить, можно так сказать. Хойр гурун өдір болат. Так, еще. Недавно. Шидр. Шидр. Скоро. Удулго. Удлуга. Скоро. На следующий год. Как сказать? В следующем году. Ирхаджилде. Это вот кое-какая такая временная лексика. Что касается времени, конкретно часов, мы с вами уже обговаривали, да, это время? Кеду вольджо, да? Зурган часы, долан? Долан минут. День, вечер. День, вечер не говорили? Ну, давайте. День, по-моему, говорили. Эдр – это день. Вечер – это асхын. Сö – это ночь. Сөни өрәлі. Полночь. Сөни өрәлі. Полночь. Утро. Өрін. А раннее утро. Хар өрля. Хар өрля. Ну, то есть еще темно, затемно. Имеется в виду. Потом. Ну, например, дакат. Потом. Бяджагат еще? Ну да, что, почему нет? Бяджагат иртин. Любимое выражение. Бяджагат. Попозже. Вообще буквально переводится как от слова бяхэ же, быть. Немного побыв имеется. Буквальный перевод. На самом деле бяджагат это попозже. Ну, бяджагат для нас может растягиваться по-разному для кого как. Так же? Так, повторим. Правила 4-го урока. Их не очень много. Вот. Значение притяжания. То есть я вам в прошлый раз объяснял. Если, например, как там было? Тана, гере, ямарамбы, да? Тана, гере, ямарамбы. Как переводится? Ваш дом какой? Такой элементарный самый вопрос. Значение притяжания.
после гере нужно в некоторых случаях, ну вот здесь знак равенства стоит, можно добавлять, а можно нет. Тана гер тын ямаран, да? Тана гер тын, это тоже будет та же самая фраза, ничего не меняется. Или же одним словом можно выразить гер тын ямаран, без тана. То есть частица тын означает ваш, гер тын. Көвүнтін, көвүнтін альды, бәне. Где ваш сын имеется в виду, да? Можно не говорить тана, можно сказать тана көвүнтін альды бәне. Можно одним словом көвүнтін альды бәне. Так? Вот. Толғатын. Толғатын кесін? Ваша голова. Гартын. Ваши руки, да? Так, это вот единственное число, второе лицо. Множественное число, первое лицо. Наша голова. Толгамыдн. Толгам, не наша, наши головы. Получается так, да? Эцкымыдн. Мы ДН добавляем. Если мой отец мини эцке или мини эцкым, или одним словом эцкым, то наш отец эцкымыдн. Мана эцкымыдн. Или просто эцкымыдн. Так, вот это. Если в третьем лице его, юна, эдна, терюна, кövünне, например, слово. Как переводится кövünне? Их мальчик или его мальчик, да? Там частица не, множественное, что в единственном числе. Дектринне. Дектрин. Его книга. Дектрин. Дектрин. Машинне. Его машина, да? Вот вам правило, второе значение притяжения. Еще одно здесь правило было. Исходный падеж. Исходный падеж. Хангар олхла. Гарыкче кисквыр. Гарыкче кисквыр. Окончание ас или с. Кстати, от чего зависят вот эти окончания? Ас, с, ур, юр. Какой еще мы учили? В калмыцком языке есть правило, сингармонизм, гласно. Если в первом слоге мы написали мягкую, например, гласную, то во всех остальных слогах должна быть мягкая гласная. Да? Если твердая, то твердая. Ну, это правило не распространяется на слова, вошедшие в калмыцкий язык с других языков. Так, ас-эс, то есть обозначает исходный пункт действия, да? Или второе значение, исходный падеж, может указывать на объект, который сравнивается с другим объектом. Вот здесь, если кто-то внимательно читал, ниже есть конструкция. Существительное в именительном падеже, плюс существительное в исходном падеже с окончанием ас-эс, и плюс основная форма прилагательного. Например, мини дектир, дектир именительный падеж. Чини дектресе, то же самое слово дектресе, зузан. Моя книга толще, чем твоя. Толще твоей книги или толще, чем твоя книга. Эне ағы, тере ағасы, бич, бичкин. То есть во втором слове добавляем окончание ас-эс. Но я думаю, если вы внимательно почитали упражнение, то вопросов не должно возникать. Вот, например, мана ааве, тана аавасе, көкшин. Самое первое упражнение, я вот пример беру. Дорджин үсінне, эцкиин үснесе зөвер уте. Переведите мне предложение. Дорджин үсін, эцкиин үснесе уте. Волосы Дорджи намного длиннее, чем волосы его отца, да? Вот. Это вот частица окончания ас-эс, когда в этом один объект сравнивается с другим. Так, здесь мы на прошлом занятии не рассмотрели одно правило. Я думаю, дома вы посмотрели. Прилагательные делятся на две группы: качественные и относительные. В калмыцком языке несколько по-другому, чем в русском, образовывается степень сравнения, да? Вот смотрите, с помощью наречий. И здесь в 4-м уроке в словарной работе были такие слова, как «зövер»,
наречия такие. Йир. Йиргисин – очень. Зövер – довольно-таки. Хамгин – самый, да? Дегит – слишком. Дегит пишется, ну, у нас в разговорной речи мы часто слышим выражение дегат. Дегат, да? Это то же самое слово дегит. Дегит дала. Дегит дала эмтин иржендир. Или, например, дегит дала эмтин эндир иржго. Хамгин сен бакшы. Так. Зövер, как там? Зövер довольно, да? Зövер ике. Довольно большой. Йир, ну что йир? Очень. Йир сяхын, например. Йир сяхын. Есть такое предложение. Тадын эндир йир сяхынты. Как переводится? Вы сегодня очень красивы. На самом деле, это, я не знаю, это очень, в калмыцком языке это очень редкая форма, я вам могу сказать. Потому что это как? Это буквальный перевод с русского языка на калмыцкий, да? В калмыцком языке очень редко встречается такой вид этикета, как комплимент. Ну, практически его нет. Комплименты могли, вот если сравнивать вот, в русском языке комплимент и в калмыцком, ну, мы можем предположить, что комплименты – это сравнить их с макталами только, и все. На самом деле, ну, калмыки очень редко, скорее всего, делали друг другу комплимент. Вот это выражение «таднендер йир сяхент», ну, навряд ли использовалось в калмыцком языке. Это чисто буквальный перевод. Во-первых, это было связано с чем? Ну, боялись сглазить. В прошлый раз или на прошедших уроках я вам говорил, что это связано было, вот не называли красивыми именами, да? Называли самыми там последними, плохими именами детей своих, лишь бы не сглазить. Смертность была большая раньше в старину, поэтому, чтобы вот не произошло это с ребенком, называли вот такими плохими именами. И вот что касается, вот Генткин, мне на ум пришла эта фраза. Теперь, давайте я хочу посмотреть 6-е упражнение. Если вы говорите, что все сделали, вот 6-е упражнение, ну, несколько предложений давайте разберем. Слово в скобках нужно, что сделать? Добавить окончание, да? Ну, совсем легкое упражнение. Эджин торгын альчур, мини шемик, альчурассе, альчурас бише, альчурассе, нимгин. Переведем. Эджин, да? Эджин шелковый платок тоньше моего шерстяного платка. Так получается? Так, да? Так. Эрднин гере батрин герасы өндір. Ну, здесь вариантов нет, только добавляю окончание ас или ас. И смысл предложения. Эрднин гере батрин герасы өндір. Дом эрдни выше дома батыра. Дүкүкнәнім чикін, мини чикнәсі сертхыр. Сертхыр кесін в словаре был перевод. Уши моей сестренки более, ну, торчащие, наверное, чем мои. Так получается, что ли? Так получается. Мини экчин үсін, экинім үснәсе уты. Ну, уже такой пример был, да, в начале? Волосы моей сестры длиннее, чем волосы моей мамы. Так, теперь на одну, я хочу обратить внимание на один момент. Экиным. Вот это что за частица? Эту частицу мы рассмотрели вот в 4-м уроке, так? А вот это было во 2-м уроке. Кенаюна, экин. То есть я хочу сказать, что если вы вот такую форму образовываете, то частица лица добавляется после падежного окончания. Экиным. Вообще произносится эким. Ну, можно и так произносить, можно и так. Грамматически правильно экиным.
Вот здесь кюкнәнім. Здесь еще звук «н» добавился, видите? Кюкнәм, кюкнәнім. Вот это родительный падеж. Я думаю, что на вот эти два слова никто внимания не обратил. И навряд ли кто-то у меня бы спросил. А потом все это наслаивается же правило на правило. Потом самое главное нам теперь, мне нужно, чтобы вы обратили внимание, что вот это «м» добавляется после падежного окончания. Мини-экин. Вот так. Ну как равно знак вы же видели? Да? Мини-кюкне. Просто было бы так. Понятно? Мини-кюкнәнім есть вариант. Или просто одним словом экиным. Это где? А можно? А если, вот, например, экины, будет две «н»? Где? Две. Ее, его, их, мама. Вот здесь? Да. Экин. Мини, например, чья-то. Экины, две «н». Или одна. Ты не так произносишь просто. Сейчас напишу. Экинене. Вот он форма. Экинь – это их мамы или его мамы. Экинь альчур. Вот так, да? И вот это не третье лицо частицы. Экинь. Экинь – его мамы или их мамы. Вот это, между прочим, очень важные моменты. А вот некоторые обращают внимание, а некоторые нет, оказывается. Еще меня интересует упражнение 8. Здесь у нас по-балдырски написано, да? Мой брат Хальмыгин и Ксургулин оютн. Одним словом, а можно сочетанием. Мини ахе Хальмгин и Ксургулин оютн. Второй вариант. Мини ахм сургулин. Халимгин и Ксургулин оютн. И третий вариант. Одним словом. Ахм. Ахым Халимгин и Ксургулин оютн. Их дочь шар үсті бичкін соқыста сәхін күйкін. Ну, смелее. Күйкін. Күйкін. Это будет их дочь, так же? Или же сочетанием эдне күйкін, тедне күйкін, шары үсті бичкін соқыста сәхін күйкін. Вот где? Конечно, одна. Это уже не падежное окончание, а частица третьего лица. Просто вот здесь совпало так, что родительный падеж. И все поэтому. Так, дальше. Моя сестра утты кесәхін улан бүшмітті. Мини экчімі утты кесәхін улан бүшмітті. Хары арсын ғоста. Давайте переведем это предложение. Моя сестра в длинном, нарядном, красивом, красном платье и черных кожаных сапогах. Санлын, его младший брат, и Кысургулин бахын номты. Его младший брат. Санлын дü көвü не. Санлын дü көвün. И Кысургулин бахын номты. Младший брат Санала, молодой ученый университета. Так получается? Басынгин его сестра оютын бешейн сургульче. Басынгин сестра. Дюкюкин это младшая сестра, а это сестра. Экчинне оютын беше сургульче. Ну понятно? Понятно. Проговорили все? Я надеюсь, проговорили. Так, следующее упражнение, которое я хотел посмотреть, 10. Вот здесь немножко условие другое. Что нужно сделать? Поставить вместо точек соответствующие падежные окончания. На сегодняшний день вы знаете 3 падежных окончания.
учитывая 4-й урок, это окончание «ин» родительного падежа. Ну, там 3 окончания, да, в родительном падеже. Это окончание «та», «тэ», совместный падеж. Это окончание «ас», «эс», исходный падеж. Кстати, вот здесь очень много слов было в совместном падеже. Бюшмютте, перед этим в 8-м упражнении, да? Госта, цокста, юста. Вот здесь нужно вам подобрать 3 падежных каких-то окончания, подходящие поставить и попробовать какую-то фразу сочинить. Кюкыткün. Первое, гере. Навряд ли герта кюкыткün. Хотя, с одной стороны, на сегодняшний день это может быть принцип. Герта кюкыткün. Женщина, у которой есть дом. Так? Ну, это буквально перевод с русского языка. Пока будет правильно как? Другой вариант. Герин кюкыт кün. То есть домохозяйка получается. А вы что думали? Домашняя женщина? Ну, я не знаю, кому это, как, кто хочет так переводить. Герин кюкыт кün. Домашняя женщина. Второй вариант, я думаю, здесь вариантов нет в принципе. Бурыл, сахылта, авы, да? Бурыл, сахылта, авы. А? Перевод какой? Дедушка с седой бородой. Бурыл, если седой. Көвін, ямаран? Ну, я сразу наводящий вопрос. Сургуль, көвін. Сургуль, та, көвін. Сургульта көвін. Образованный малый мальчик. Хамгин сәхін күйкін. Хамгин сәхін хуутста күйкін. Хуутста. Улыс. Кишікта улыс. Следующее выражение. Саған санатта күн. Дарукин? Экчин у всех так, я надеюсь. Экчин дулан девилгисин. Теплая шуба сестры. Икі сургуль оютын. Икі сургулин, скорее всего, оютын. Икі сургулин оютын. Зөвер өндір нурхта залу высокий, да? А вот это следующее выражение. Көвін бахын. Ну, здесь подходит только одно окончание. Көвінасы. Хотя... А? Нет, так остаться никак не может. Бахын это моложе или меньше. Получается, меньше мальчика, что ли. Ну, я не знаю, может, опечатка. Хотя подходит. Не. Көвінасы бахын, наверное. Чини көвін, мини көвінасы бахын. Это когда сравнение, да, правильно вы говорите, только тогда. Зузан козылдур. Эджин. Эджин зузан козылдур. Сургуль. Сургульчин бокце, да? Но здесь тоже вариантов. Бичаче ямаран. Нерта. Как переведем? Известный писатель. А вот здесь следующее выражение, как у нас будет звучать? Тосхачин эрдимта күн. Тосхачин эрдимта күн. Человек с профессией строителя. Или человек, обладающий профессией строителя. Тосхачин эрдимта күн. Кимзе ямаран, кена кимзе? Дюгин кимзе. Следующее. Девтир нимгін, оютын девтир нимгін кежені. Оютна, ну здесь один вариант только напрашивается. Оютна девтрясы нимгін. Как переведем? Тоньше студенческой тетради. Нет вообще тетрадей, так же?
ну, некоторых студентов. Дальше. Альчур кене? Булгына альчур. Хуутсун зевер дулан. Здесь вот что у нас подходит? Доделаем, да, упражнение? Хуутснасе, наверное, зевер дулан. Хуутснасе, наверное, мини хуутсун, чини хуутснасе зевер дулан, типа того. Может быть так? Но опять хуутсунчин не... можно, конечно, подставить, но нужно падежное окончание добавлять, а не частицы лица, я еще раз говорю. Цаган хуутста күн. Өкер чирета күкін. Нильхе үрте. Үрін ребенок. Нильхе үрте. Нильхе кесін слово. Новорожден, грудной. Нильхе. Так. Тегин хамыр, да? И улан халықта. Улан халықта. Так. Вот вам окончание. Мне еще хочется с вами сегодня вот что сделать. Написать, повторить сначала то, что мы на прошлом занятии, ну, чуть-чуть, может, не договорили. Цокцам Махмуд, лексика. Там вот мы до середины дошли, дальше не поехали. Так же? Ну, отрывочно, может быть. Не все, конечно, не все слова я могу вам перевести, но, тем не менее, я помню, что на прошлом занятии не прозвучало слово «поясница». Как сказать? По пояс. Снег по пояс, например. Как вы скажете? Белькюсн. Белькюсн поясница. Белькюсн. Коленка. Övдик. Övдик, коленка. Еще övдик — это ячмень, который на глазу выскакивает. Вот есть такое выражение. Övдикце цасын. Övдикце цасын. Снег по колено, да? Дальше. Голень. Шильве. Шильве. 4 буквы. Голень. Что там еще? Таша я говорил, да? Таша гиснем? Бедро. Так. Сустав. Üye. Üye сустав. Üy. Вот вам сустав. Ну, здесь еще один перевод у этого слова есть. Поколение. Üye. Есть такое слово üynir. Üynir — это братья двоюродные, по-моему. Вот такой учебник я еще вам советую. Не учебник, вот словарь. Называется «Толковый словарь традиционного быта калмыков». Традиционный быт калмыков. Здесь есть такие разделы, как, вот смотрите, термины родства и родственных отношений. Вот как это все, вот то же слово «джеджа» здесь есть расшифровка. Потом термины наименования одежды и обуви, наименование предметы хозяйственной утвари, что-то, традиционная пища, блюдо калмыцкое, изделия из кожи и так далее. Короче, лексика, овцеводство, козоводство, традиционный быт калмыков. Вот здесь есть термины родства, да? Сейчас я вам точно прочитаю. То не так скажу потом. Вот, үйнір, эцкин талка үй көвіт. Кюкет, двоюродные братья и сестры, в скобках, по отцовской линии. По отцовской линии двоюродные братья и сестры. По отцовской линии, вон слово үйнір. Сейчас еще одно слово прочитаю. Беле. Беле көвіт, бел кюкет. Экче ду кюкін хойрин көвіт. Сыновья 2 сестер, двоюродные братья, беле. Ну, там көвіт, кюкет. Там братья и сестры, например, дети сестер, дети братьев. Они, еще такое слово я там встречал, гал үйнір есть такое слово, что-то такое. Это гал үйнір, это, скорее всего, по отцовской линии, да? Троюродный, это немножко по-другому, да. Вот по материнской я говорю, беле, бельнір, беляка, а с другой стороны, беляка, ахыды хойрасы гарсын көвіт.
Ахыды хойр двоюродные братья. В общем, вот здесь можно почитать вот эту терминологию родства. Вот есть, например, хадымеке гисенкембе. Хадымеке. Это может быть свекровь, может быть теща хадымеке. Хадымецке гисен. Это может быть тесть, а может быть свекр, да? Вот. Так, еще какие вам, пока я открыл вот эту книгу, какие еще термины вам? Диче. Аче есть внук. Диче – это праправнук. Царандин. Вот берген слово, может быть, вы, наверное, скорее всего, слышите. Берген. Да, это кто? Берген? Жена старшего брата. Берген. А берегисен? Берегисен невестка. Ну, сноха, да? Бере. Нас интересуют такие общие слова, которые, вот аугэ, например, все знают. Аугэ гисен кембе, нахсха гис кембе, да? Это мы начали. Баджа, вон опять-таки, это слово, вопрос. То же самое баджа. Вот, баджа здесь написано. Первое, папа, отец. Второе, аугэ, дядя по отцовской линии. Третье, обращение к старшему брату. Вот, например, бере. Молодая замужняя женщина. То есть, смотрите, вот вчера она была гиджикта кюкин еще. Вчера вот буквально. Сегодня она уже бере. Уже ее бере никто не... Ой, гиджикта кюкин никто не называет. Почему? Потому что у нее уже все две косы. Хоть она, какая бы она молодая ни была, если две косы, она значит уже бере. Она никак не кюкин. Понятно? Так, берегисен. Ну, еще какие я вам здесь хотел почитать. Вот джеджа есть. Тоже несколько значений джеджа. В прошлый раз мы записывали, переводили. Уважительное обращение к госпоже, барыне, старшим по возрасту женщинам. Ну, это так со старым сословным обществом, может быть, так и было, джеджа. Или другое, ласковое обращение к матери. Или еще есть ласковое обращение к старшим родственницам. Вот. Зека. Слышали такое выражение? Зека. А? Зека, если кто такой зека? Внучатый племянник. И здесь обозначено еще по материнской линии. Но я вот этому словарю могу полностью доверять. Ну, конечно, у каждой семьи, еще раз по-разному, но этот словарь писал довольно-таки такой человек. Дальше. Садын. Есть такое слово, садын, да? Часто мы слышим садын. Эльгин садын говорят, да? Или просто садын. Есть еще одно слово, төріль. Төрілмют или эльгин садын. Родственники, родня. Эрхын төріль. Близкий родственник, да? Эрхын садын. Близкий родственник тоже, да. Близкая родня. Хол садын. Дальняя родня. Терхе. Рождаться о ребенке. Терхе. Хэте-эке. Есть такое слово. Ой, сочетание. Хэте-эке. Мачеха. Хэте-эцке отчим. Хэте. Дөрдікшіке чайлар сұрур бәні? Уға. Маңдур. Тавдыкшіке чайлар келхім? Сән менді байырта қарғыжай.